участвуете, просто тоже не перечислить. Насколько я понимаю, вы человек фестивальный, вам насколько близко по духу вот такая атмосфера? Мне всегда близко по духу атмосфера, когда люди собираются друг с другом и по тому или иному поводу, когда это сопровождается песнями, танцами, каким-то просто положительным, добродушным общением. Это всегда приятно, тем более, что в зависимости от каких-то географических точек, культурных традиций на местах, все это вроде похоже друг на друга, но всегда разное. Вот. И поэтому, собственно, такое фестивальное выступление для нас, для музыкантов, это всегда, наверное, такой способ побыстрее проникнуться, скажем так, местным духом, да, и дело в том, что когда ты даешь какие-то сольные концерты, то ты понимаешь, что там публика, в общем-то, идет смотреть только тебя, да, фестивальная публика, с одной стороны, где-то сложнее, потому что, может, кто-то не знает о твоем существовании, кто-то не слышал песен, и тут, в общем, все такое собирается вместе, и вот. Поэтому это всегда для меня лично исключительный такой положительный опыт познания и взаимопонимания. Ваш фестиваль «Рок Владивостока», который стартует буквально скоро, уже третий по счету, на наш взгляд, очень близок по духу вот Ибицы, в связи с тем, что у вас же не только проходят концерты, но какие-то мастер-классы. Да, мы пытаемся, действительно, сама всегда была идея, то есть «Рок Владивостока», здесь двойное значение, наверное, такого словесное, это не только рок-музыка, это, наверное, такая судьба. Вот. А судьба Владивостока всегда для меня казалась действительно быть таким мостиком между, скажем, там, Тихим океаном и Россией, между азиатско-тихоокеанскими вот этими странами и европейскими, потому что, по большому счету, получается, да, так, смотря как развернуть земной шар, да. Вот, и поэтому не музыка единая, хотя музыка это всегда, наверное, самый такой удобный медиум общения, вот, сразу понятный, не требующий, скажем, там, какой-то специальной подготовки. Вот, но начав с каких-то, да, действительно насущных музыкальных проблем, опять же, тут ни для никого не секрет, там каждая местная, там, локальная музыкант-группа всегда задается сначала вопросом, что делать дальше, да, как я могу добиться какого-то признания за пределом своего там родного города, страны, не знаю, в каких-то там глобальных масштабах, и мы пытаемся, в общем-то, на эти вопросы отвечать не теориями какими-то, а тем, что собираем людей вместе совершенно разных, но с одними и теми же устремлениями, собираем, опять же, людей, которые не один год провели, скажем, там, в музыкальной индустрии профессионально. Вот, опять же, пытаемся раскрывать какие-то культурные достопримечательности этого места. Да, это не только там кухня или, скажем, там какие-то предпочтения, там, буквально за углом от нас Япония, да, которая дала нам аниме, там, такой жанр анимационных полнометражных фильмов. И вот в этом году у нас во Владивостоке совместно с нашим фестивалем дебютирует и первый фестиваль российского аниме. Так что вот пытаемся такое делать, да, взаимопроникновение, скажем, разных культур, чаяний, амбиций, если хотите. Но тихоокеанский рок, он сильно отличается от европейского рока, английского, американского рока? Есть везде, конечно, есть свои какие-то местные, скажем так, особенности, которые иногда и не видны, будем так говорить, на первый взгляд. Вот есть человеку там, постороннему, который с этим не очень хорошо разбирается. Вот, но третий год подряд приглашая, скажем, там, коллективы современные из Кореи, да, я уже заметил, что многие слушатели говорят: о, вот теперь мы понимаем, в
в чем была специфика группы «Кино», например. Потому что я вот тут очень много каких-то таких интересных открытий, которые люди, которые именно слушают, смотрят, делают потом уже сами. Ну, кстати, сегодня дата такая, 25 лет, как погиб Виктор Цой. Вот как раз, да, много об этом говорили. Четвертый троллейбус, очередной раз понял, что все-таки цоевское что-то есть у вас, наверное. Ну, хорошо, не будем, наверное, думать о географии. Все-таки, да, мы были на разных концах страны и никогда не были знакомы лично, да. Но я думаю, что и 20 лет назад, и сейчас происходят определенные интересные течения в каких-то локальных, скажем так, музыках и в нашей стране. И, скажем так, с одной стороны, да, может, нас там объединяет язык, с другой стороны, люди пытаются выйти на какие-то международные рамки, вписаться. В-третьих, иногда там с европейской части нашей страны легче добраться, не знаю, до Америки, нежели чем до Дальнего Востока. Вот, и я думаю, что вот эти все такие метаморфозы, скажем так, творчества в современных условиях, они определенно дают свои плоды, которые просто сейчас мы фиксируем с вами, а оценку мы им будем давать, может быть, через 20 лет. Скажите, вы в одном из интервью сказали год или 2 года назад, что вы стараетесь быть вне политики и никогда там не будете. Вот. Последний год России показал, что очень сложно быть вне политики. Вы по-прежнему... Я очень плохо разбираюсь, скажем так, в теории всего этого политиканства. Что-то мне персонально нравится, что-то мне персонально не нравится. Но так или иначе нашему поколению досталось, вероятно, постоянно жить в эпоху перемен. Вот. Древние китайские мудрецы говорили, что это заклятие вот, определенное. Ну, про себя я думаю, что это такой разносторонний опыт и, в общем-то, возможность, наверное, прожить несколько очень разных жизней. Так что люди делают какие-то решения, ошибки или нет. Опять же, время все расставит на свои места. Еще скажите, общаясь с разными музыкантами, говорят, что пытаются продвигать новый продукт, но зритель по-прежнему требует осень-осень и новый поворот. Вы знаете, человеку характерно, наверное, это в его природе возвращаться, думать, что если ты возвращаешься в какое-то некое запомнившееся тебе светлым прошлым, то оно становится еще светлее. На самом деле светлее может стать только то, чего ты в принципе еще никогда не испытывал и не знаешь. Мне это кажется так. Поэтому, да, это, наверное, какая-то такое вечное... Не думаю, что это противостояние, это сосуществование того, чего, наверное, очень хочется, того, что ты можешь, того, что ты хочешь в данном случае. Ты — это не я и не вы. Здесь люди по обе стороны, скажем, там и песен, и творчества. Открывать себя, да, наверное, это непростая, открывать себя заново, непростая задача. Вот, а открыть себя один раз тоже, в принципе, к этому надо прийти. Так что я думаю, можно иметь и жить прекрасно одним замечательным поворотом, и в этом нет ничего плохого в том, что твоя осень никогда не заканчивается, да, но, может быть, где-то можно попробовать заглянуть в весну или лето. Но вы знаете, что и весной, и летом тоже может быть плохая погода. Да. А насколько вам сейчас сложно продвигать вот новый продукт? Ну, в частности, вот последнюю пластинку. Я не думаю, что есть какие-то сложнее или труднее, или проще, или по сравнению с тем, что я считаю, что 25 лет было все намного гораздо более труднее, чем сейчас. С одной стороны, есть, да, какие-то отработанные, скажем, там, формы популяризации творчества, да, которые, некоторые из них до сих пор работают, некоторые вообще не работают. И есть там новые технологии, которые раскрывают безграничные возможности, но пока многие люди просто не понимают, как ими правильно пользоваться. Есть, да, там выработанные методы, которые могут
может быть, хорошо сработать в Сыктывкаре, но не особо хорошо сработает во Владивостоке. Тут сегодня такое, я считаю, время, когда нужно думать локально, а действовать глобально, а не наоборот. Скажите, а ваш очень симпатичный проект «Горностай» прекратил свое существование? Это был студийный проект, в общем-то, запись нескольких песен людей, которые из разных коллективов, которые объединились вокруг, скажем так, такой легковесной танцевальной идеи на то время, где я, может, да, являлся одним из основных авторов. Мне интересно подобные сотрудничества, коллаборации. После этого у меня еще был такой проект «Кита», вот, более электронный и атмосферный, нежели чем «Горностай», который, например, мне до сих пор очень нравится, но вариантов, как это выносить на большую сцену, мы так и не придумали. То есть жизнь продолжается, вот, путешествие опять же продолжается, пока есть силы.